Но в то время, пока одни дома рушатся и становятся непригодными для проживания, в целом жилфонд по республике увеличивается. Например, в Тампунском районе завершается очередная часть жилого дома, строящегося по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Материал Нины Ханаровой. В Тампунском районе завершается очередная часть жилого дома, строящегося по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В Хандыге готовятся к сдаче очередные 2 подъезда жилого дома, возводимого по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Всего в 2 подъездах будет 36 квартир, а это значит, что 36 счастливых семей поменяют ветхое жилье на прекрасные светлые квартиры в новом каменном доме на живописном берегу Алдана. В данный момент на объекте находится порядка 35 человек. Это где-то около 4 бригад скомплектованных. Ведутся внутренние работы по обделке квартир. Фасадные работы уже закончены. Ведется планировка при объектной территории. Прекрасные с огромными лоджиями 3-, 2- и однокомнатные квартиры различной конфигурации с установленными электроплитами, водосчетчиками, дополнительными кладовыми комнатами, утепленными балконами получат в скором времени хандыгчане. У меня осталось немного работы по облицовке балкона. Скоро закончу. На придомовой территории будут установлены детские площадки, высажено озеленение, а строители приступят к следующей очереди жилого дома. Нина Ханарова, Джулустан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.